Ассаламу алейкум, хайырлы кич, кадрлы дуслар, хурматлы милләттәшләр. Добрый вечер, дорогие друзья, соплеменники, соотечественники и все люди доброй воли. Приветствуем вас на нашем канале Татполит с нашим уважаемым Булатом Сайфудиновым. Булатбек, ассаламу алейкум. Валейкум ассалам, ва рахматуллахи ва баракатуху. Русланбей, дорогие слушатели, подписчики, кадрлы милләттәшләребез, кардәшләребез. Хайырлы кич. Да, кадрлы дуслар, онытмагыз, язылырга, бүрешергә һәм гомумән безнең повесткада булырга. Булат Бей, мы тут, как и мы решили, как и запрограммировали, запротоколировали, что называется, внутри редакции, что раз в неделю будем выходить и обсуждать текущие новости, потому что концептуальная часть, она важна, но также люди вот просят, буквально требуют, чтобы мы и интерпретировали, расшифровывали все то, что происходит в Республике Татарстан. Вокруг нее, естественно, это очень важно, новостей очень много. Ну и вот такая жирная, скажем, новость с такими очень важными смысловыми шипами, наверное, как я полагаю. Рустам Минниханов в Душанбе отправился, где встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, премьер-министром Кохиром Расулзодо. И вот, значит, пишет, они обсудили торгово-экономические вопросы, включая потенциальное расширение бизнеса РТ на рынке Таджикистана. Основная тема визита – большой форум по экономическому сотрудничеству, который проходит в Душанбе, Татарстана, таджикистанский товарооборот в 2024 году составил $77 миллионов, показав рост более чем в 2 раза. Ну вот, что здесь можем мы подчеркнуть в этой связи? Минниханову, как ты думаешь, поручают вот окучивать таких охламонов и близких дружков Путина, как Рахмон, Лукашенко? Я думаю, да, это несомненно так. Мы все помним, как после аннексии Крыма в 2014 году делегация казанских татар была отправлена под руководством Минниханова в Крым для, скажем так, налаживания мостов и диалога с крымско-татарским меджлисом крымско-татарского народа, Мустафой Джемилевым, Рифатом Чубаровым, помню, они проводили переговоры. Потом его использовали, ну, если как бы чуть-чуть это, скажем так, копнуть, откатиться на несколько лет назад для диалога, вмешательства, скажем так, во внутри молдовские дела, когда его отправляли для проведения переговоров с гагаузским представительством гагаузского народа, да, проживающего на территории Молдовы. И как бы это очевидно, я думаю, что это, естественно, никакая не его инициатива, и так как, в принципе, никакой автономии, самостоятельности у него нет в принятии решений, естественно, Москва его использует как, скажем так, переговорщика, возможно, с тюркскими некоторыми народами и, в принципе, в более широком таком аспекте, в принципе, с мусульманскими как таковыми народами, в том числе вот в этот раз с Таджикистаном. При этом мы же, я думаю, понимаем, что там продвигаются никакие не татарстанские интересы, не татарские интересы, а интересы Москвы. Причем татары используют как вот в такой грязной игре, в грязной войне, стравливая народы, мы знаем не первый раз, да, я хоть и не историк по образованию, Русланбей, тебе это гораздо больше, лучше известно, как русская московская власть использовала татар во время гражданской войны, революции для того, чтобы продвигать интересы в Центральной Азии. К сожалению, из-за этого были даже испорчены многие, как бы, скажем так, остался некий негативный след. Мы понимаем, что эти люди не представляли, скажем так, татарский народ как таковой, как целое, но тем не менее вот этот шлейф, негативный след в истории оставлен. И сейчас
делается все то же самое, наверное, даже еще худшая роль отведена татарам именно по продвижению непосредственно, да, московского интереса, даже не просто, так скажем, там регулирования, я не знаю, каких-то внутриисламского взаимодействия между тюркскими народами, мусульманскими народами Центральной Азии, например, и России, а еще более худшая, незавидная такая участь. Плюс вчера, вот я думаю, многие, наверное, видели, было опубликовано короткое интервью, которое дал глава РФПИ, Российского фонда прямых инвестиций, и спецпосланник президента России по, как это сейчас называется, экономическому и инвестиционному сотрудничеству, по-моему. Он летал в Вашингтон, провел переговоры с администрацией Трампа и вот давал российским журналистам там в Вашингтоне небольшое такое интервью или пресс-конференцию, где рассказывал о налаживании, скажем так, российско-американских отношений. Тут что-то нужно отметить, я вот хочу этот момент подчеркнуть. Явно этого человека выдвигают, да, на какие-то такие передовые позиции. Это явно видно, открыто видно, так скажем. При этом интересно ведь почитать биографию этого человека. Это человек, родившийся в Киеве, учившийся в Киеве, закончивший после этого университет Стэнфорд, по-моему, в Америке. И вот работавший как такой переговорщик, бизнес-переговорщик международного такого масштаба. При этом он предал свою страну рождения, Украину, получил российское гражданство, понятно, что он стал, по сути, представителем нынешней власти, путинской вертикали, российским чиновником, российским гражданином. Я просто вот к чему это рассказываю сейчас, будет понятно, да? Надо сказать, всегда вот среди восточнославянских народов были некие коллаборанты, которые перебегали на сторону Москвы сквозь историю и, в принципе, даже формировали такой московский русско-мирский дискурс, так скажем. То есть у них есть какой-то шанс там у тех же белорусов, там, я хорошо к ним ко всем с большим уважением отношусь и к белорусам, и к украинцам, но их предателям сквозь историю это мы видим, они, перебегая на сторону Москвы, становятся такими же русскими, по большому счету, и решают вопросы, скажем так, международного масштаба. То есть вот он переговаривается там пока еще с первой страной мира, да, с администрацией Трампа. При этом параллельно мы видим, что, например, там татарским руководителям отведена такая вторая роль. То есть вы второсортный народ, там третьесортный, десятисортный, и вы должны переговариваться с десятисортными, то есть там с Таджикистаном и с Эмомали Рахмоном. Опять-таки вопрос не о том, что таджики десятисортные, вопрос о том, что в то положение, в какое эти диктаторы вроде Рахмона там и так далее поставили свои государства, свои народы, а татарам вот отводят, да, взаимодействие вот с этими диктаторами, роль взаимодействия и налаживания мостов с этими диктаторами. В общем, очень такое незавидное положение, незавидное и печальное на самом деле. Мы видим, как, скажем так, если у тех же украинцев там еще есть два, мы уже в принципе говорили, не со стороны украинцев, там, не с точки зрения украинцев, а других народов. У них есть выбор, так скажем, у них есть родина своя, Украина. То есть они могут либо бороться за интересы суверенной Украины, самостоятельной Украины, либо там на данный момент там Запад им предоставляет возможности как-то укрыться, скрыться от войны, развязанной Путиным в Европе, в Канаде там и в других странах Запада, то у татар получается какая ситуация, что они заперты внутри этой громадной русской империи, у них нет никаких шансов там уехать на свою историческую родину, и при этом они обязаны, Москва им отводит роль взаимодействия, построения мостов вот с такими режимами, вроде режима Эмомали Рахмона. И я думаю, это далеко идущие планы по тому, как Москва, московская центральная путинская власть видит, в принципе, перспективы, дорогу, дорожную карту, путь развития
татары Татарстана. Вот так я это понимаю. Я думаю, это должны все понимать наши соплеменники, наши братья татары. Спасибо, Булат, за развернутый ответ. В общем, когда ты упомянул Гагаузию, я сам в какой-то степени от этого пострадал, потому что в 23-м году меня позвали на конференцию, которую мы проводили с Русланом Кутаевым, посвященную 105-летию создания Горской республики. И, соответственно, я из Турции отправился в Кишинев. Да, с Кишинева, значит, я должен был уже в Украину, меня должны были там встретить. Ну, там до сих пор авиасообщения нет, вы прекрасно понимаете, там, дорогие друзья, с Украиной. Вот я прилетел в Кишинев, и меня увели на допрос пограничники местные. Ну, гражданин России, понятно, там все очень странно, плюс ко всему у них через несколько дней должен был проходить саммит ЕС. Ну и все люди подозрительные. Они тут же посмотрели в интернете, говорят, вы занимаетесь политической и общественной деятельностью? Я говорю, да. Ну, посмотрели биографию. Вы связаны как-то с татарами? Ну да, вот был и вот, остаюсь в зеленом. Ну, в общем, долго-долго они мытались туда-сюда, и решили мне отказать во въезде. А потом, значит, я выцепил одного погранца, но это уже, видимо, был чекист местный. Я говорю, что, в чем дело? И он сказал, что прилетал как раз Миниханов встретиться с вот этой вот лидеркой Гагаузии, как сейчас говорят, которую арестовали, кстати говоря, Гуцул Мудана. Да. И, в общем, понятно, у них там все сошлось, а вдруг я какой-то агент, который здесь будет расшатывать. Плюс ко всему я там должен был переночевать, чтобы с утра уехать, а у меня ничего не было на броне в гостинице, то есть я просто хотел приехать там, например, снять, то есть специально этим вопросом не занимался. Так вот, и получилось-то как? Что действительно Рустам Минниханов его используют, к сожалению, на такие вот пакостные дела. Пакостные дела, потому что в конечном итоге это наносит вред всем татарам. Того, что он там провоцирует этих бедных гагаузов, а надо признать, что большинство из них сторонники русского мира. Да. Они вообще стараются там не говорить на гагаузском языке, хотя он один в один практически турецкий. Да, они все сидят на путинской пропаганде, они все говорят Путин, Путин. Ну, в какой-то степени я понимаю их внутреннюю беду, потому что они не принадлежат, как бы вот не совсем вписаны в общую тюркскую тему, турецкую, да, они все-таки православные большей частью. Да. Они находятся на территории другой страны, они не молдаване, и они как бы вот зажаты. И тут вот совок или путинский мир, он предлагает им некую альтернативу, вот вы часть вот так. Плюс ко всему их ставки поднялись, да, из-за того, что их используют для провоцирования всяких плохих вещей в Молдове, соответственно, в Европе, вот их статус поднялся. Вот здесь ты правильно отметил. Уж мы-то не должны на это вестись, чтобы вот так нас бездурно и грязно имели. Ну, как, например, Иван Грозный с Семеном Бикбулатовичем, крещенный Касимовский татарин, которого он оставил, как Дмитрия Медведева, в качестве престолоблюстителя. А потом просто его как бы убрали. Да, там. Он пережил даже Ивана Грозного по 1612-му, как раз уже в момент венчания новой династии Романовых. Ну, как бы там ни было, и вот это вот потом когорта пошла, и почему-то считается, что прислуживать Москве после этого стало очень даже престижно. Очень даже престижно, в особенности, когда мы сейчас с тобой наблюдаем, как многие наши заслуженные деятели с большой гордостью там надевают какие-то кресты себе на лацканы и, значит, выступают за русский мир. Да, прекрасно понимают, что этот самый русский мир вот сейчас, в настоящий момент, уничтожает и нас, прежде всего. Это эти люди запрещают все и вся.
получает язык, там, веру и все остальное. Так что вопрос вот такой, понимаешь, а действительно ведь какая проблема, что вот они отправились в Душанбе, понятно, что чтобы поддержать режим Рахмона, не поддержать таджиков. Если бы реально хотели поддержать наших братьев-таджиков, то их бы не кошмарили, как это делается в России. Их бы не Конечно. гнобили, да? А то, что вот с ними вытворяют, это же просто крепостное право. Да. Не, ну насчет, как говорится, мы не будем, наверное, там углубляться в проблемы гагаузов, так скажем, это не наше направление, но тем не менее тут нужно отметить, что я тоже вот несколько раз приходилось общаться с гагаузами, в том числе в Москве. В принципе, их язык действительно прям, ну, практически один в один турецкий язык, они очень хорошо его понимают, на нем говорят, по сути дела. Но у них нет никакой такой точки оппозиции по отношению к Москве и к русскому миру, потому что, я так понимаю, там у них внутренние терки с молдаванами, и они видят Москву, будучи православными, некоторым защитником таким своим. То есть они Москву воспринимают русских, и русский мир, и Москву воспринимают как полностью своих, и в том, более того, даже как своих защитников. У нас же у татар ситуация совершенно иная. Там, будучи мусульманами, так скажем, мы являемся объектом ненависти со стороны Москвы на протяжении столетий. Поэтому, несмотря на родственность там языков, так скажем, тюркских, тут религиозный фактор играет, наверное, такую первую определяющую роль. Определяющий, да, потому что он часть все-таки основного кода мировоззренческого, культурного. Я здесь абсолютно с тобой согласен. Но здесь мы можем с тобой перейти плавно ко второй новости. Вот нам редактор написал, не совсем Татарстан, но все же. Президент Путин поручил создать службу по вопросам гражданской регистрации иностранных граждан в составе МВД. Ранее такой структуры не было. Ее руководителем назначен заместитель генпрокурора Андрей Кикоть. Что за фамилия у этих монстров всех? Дальше, в продолжении. Татарстан начнет тестировать детей мигрантов. Вот. Для того, чтобы попасть даже в первый класс, ребенок должен правильно ответить на 90% вопросов. То есть смотри, какая интересная вещь. С одной стороны, сейчас вот с мигрантами, с детьми их заставляют полностью учить русский язык, причем на очень прям высоком уровне, на уровне, наверное, B2. Да? При этом полностью Москва блокирует возможность изучения родных языков, которые по Конституции той же российской, их изучение является нормой, да, то есть государство должно обеспечивать эту норму. Этого нет, а вот этих бедных детей-мигрантов они пытаются сейчас тоже засунуть в это самое прокрустовое ложе русского мира. Не вызовет ли это такое серьезное отторжение, на твой взгляд? Я хочу тут вот интересную, как бы, это просто невозможно не заметить и невозможно не отметить этот момент, Руслан и дорогие наши слушатели, подписчики. Вот смотрите, какой момент. Мы на предыдущем, первом вопросе говорили о том, что переговоры, скажем так, на настоящий момент, то есть на сегодняшний день с владыкой мира, так скажем, с Соединенными Штатами, ведет человек, предавший Украину, то есть родившийся в Киеве, предавший Украину, ставший на сторону Москвы. То есть мы этот момент отметили. В то время как татарстанским властям, точнее, поручается взаимодействовать с центральноазиатскими диктаторами. То есть тоже как бы очевидна роль, которая отводится татарстанской власти. Ну и по большому счету татарам как таковым, мы же понимаем, что это видение проецируется не только на республиканские власти, но и на весь народ, на всю республику. Вот. Сейчас мы говорим вот об этой, о запуске системы тестирования детей, мигрантов, приехавших работать в Россию. Ну, чаще всего, наверное, из стран Центральной Азии, из Закавказья, возможно. И вот тоже невозможно не увидеть эту параллель. Опять-таки, директор этой службы, которая будет заниматься этим тестированием с характерной фамилией Кикоть,
Мне эта фамилия знакома, я второй раз о ней слышу. У меня была однокурсница Кикоть. Это украинская фамилия. Это украинская фамилия. То есть, опять-таки, ставят, скорее всего, вот этого перебежчика, то есть человека, предавшего Украину, перешедшего на сторону Москвы. То есть его ставят руководителем этой службы. То есть они, опять-таки, будут определять, так скажем, политику, дискурс там и так далее, эти люди. При этом... Предатель обязательно должен стоять во главе, да. Да, при этом Татарстану что дается? Дается еще худшая роль, так скажем, даже чем этим предателям, предавшим Украину. То есть, по-видимому, как-то те воспринимаются все-таки ближе, как свои, наверное, в силу того, что все-таки как-то, ну, они славяне, у них там религия все-таки одна, православная, так скажем. То есть татарам отводится еще худшая роль. То есть они, по сути дела, являются вообще как бы еще там, я говорю, даже не второсортными. Это вот эти перебежчики являются второсортными, а татары это десятисортные, так скажем. Им отводится роль тестировать этих детей-мигрантов, так скажем, определять их уровень знания русского, владения русским языком. То есть, опять-таки, это что такое? Это же сеяние вражды, семена вражды сеются, так скажем, между тюркскими, в том числе мусульманскими народами, приехавшими в Россию работать из Центральной Азии, и Татарстаном, татарами, можно так сказать, обобщить. То есть, опять-таки, какое будет представление о татарах у этих, скажем так, детей-мигрантов, которые в том числе могут остаться в России, там, через поколение стать полноправными гражданами Российской Федерации. О татарах будет представление следующее, которое уже там создается там столетия. То есть это инструмент Москвы, опять-таки. Ну, невозможно не увидеть эти параллели, я считаю. То есть тут все меня должны правильно понять. Я ничего не говорю ни плохого ни об украинцах, ни Украине. Тут речь идет о людях, которые просто-напросто предали свою страну, перешли на службу в Москве. Ну, даже эти люди, они второсортные, а татарам еще худшая роль отводится. То есть мы вообще в каком-то состоянии находимся полностью слуги сатаны, так скажем, данной ситуации. Вот. При этом нам не дают учиться на своем языке, на татарском языке. То есть это двойной плевок, так скажем, в нашу сторону со стороны Москвы. Нам не дают развивать свой язык, не дают учиться на своем языке, развивать, строить систему образования на своем татарском языке. При этом отводят роль неких контролеров, которые будут оценивать знание русского языка, владение русским языком детями мигрантов. То есть это, ну, это явно разделяй и властвуй. Разделяй и властвуй. Я согласен с твоей оценкой. Усилить вот этот момент можно следующим тезисом. Поставить, скажем, там, татар в качестве надзирателей над представителями тех народов, которые являются нам родственными. То есть вот чтобы смычки не было, а наоборот была ненависть, отторжение. Вот стоит татарин там с плеткой и там с акцентом соответствующим. Давай вообще русский понимающий, наши мессины там, значит, это. Да. Это выглядит действительно очень ублюдски. Это по-ублюдски выглядит, но это политика Москвы, она всегда такая ублюдская была. Да, на протяжении веков. Как минимум 100 лет назад, скажем так, уже больше 100 лет назад, то есть во времена революции Великой Октябрьской, социалистической, так скажем, 1917 года, и гражданской войны политика была точно такой же. По отношению, я имею в виду, по сеянию вот этой разделительной линии, скажем так, между татарами и народами, родственными народами Центральной Азии. Вот если ты заметил, то кумиром Путина является Петр I. В какой-то момент еще Минтимир Шаймиев был президентом Татарстана, и он, чтобы подражать Путину, они же, ну, понимаешь, чиновники, они начинают подражать вышестоящим. Ну вот Ельцин играл в теннис, все побежали в теннис играть. Главным теннисистом был, понятно, Шамиль Торпищев, татарин,
Марат Сафин, его сестра Сафина, Да. Динара, это единственные, значит, брат и сестра, родные, которые были первыми ракетками. Ну, вот татары как бы и тут отличились. Дальше, значит, пришел Путин и пошло-поехало. Так вот, я хочу просто, дорогие друзья, прочитать вам про Петра, который, как считается, очень сильно европеизировал Россию, Русь, но при этом при нем уровень христианизации, русификации был запредельный, он был выше, чем при Иване Грозном. Тот-то просто как бы убивал, а этот убивал и навязывал русификацию, христианизацию, вот это вот Лука Конашевич и все то, что мы сейчас знаем, это вот при Петре просто. То есть он взял западные методологии, технологии, воздействия и их применил. И вот посмотрите, на кого они молятся. В тесной связи с шутовством Петра по отношению к своему сану, его нестойности до кощунства, пародии на церковную обрядность и иерархию. Причем эти увеселения были штатными, облаченными в канцелярские формы. Учрежденная ранее других коллегия пьянства, это министерство, или по официальному определению сумасброднейший, всешутейший и всепьянящий собор, состоял под председателем Большого Суда, носившего титул князя Папы или всешумнейшего и всешутейшего патриарха Московского, Кукуйского и всея Яузы. Петр I организовал. При нем был конклав. Ну, кто не знает, при Папе Римском есть конклав, который избирает, да? Из 12 кардиналов и других духовных чинов, носивших прозвище, которые, по словам Ключевского, ни при каком цензурном уставе не появятся в печати. Клички там были ужасные. Мы тоже не можем повторить. Петр навел в этом соборе сан протодиакона и сам сочинил для него устав. У собора был особый порядок священнодействия. Или, лучше сказать, пьянодействия. Служение Бахусу. Бахус – это божок в Древнем Риме, там пьянство и так далее. И честнаго хождение с крепкими напитками. Например, новопринимаемому члену задавался вопрос, пьешь ли, ну, пьешь ли ты, да? Прородировавший церковное, веруешь ли ты? На Масленицу 1699 года царь устроил служение Бахусу. Патриарх, князь Папа Никита Золотов, бывший учитель Петра, пил и благословлял преклонявших пред ним колено гостей, осеняя их сложенными накрест двумя чубуками, подобно тому, как делают архиереи, дикирием и трикирием. Ну, это свечка. Потом с посохом в руке владыка пустился в пляс. Характерно, что для паскудного зрелища православных шутов не вынес только один из присутствовавших. Один не вынес это. Это иноземный посол, который оскорбился и покинул. Да. То есть вот эти вот, ну, знаете, бесконечные пьянки, бесконечные его оргии, он и мужеловством занимался, и скотоводством занимался. Самый просвещенный монарх. Лично рубил голову. И вот эти люди не то что управляли этой страной, да бог с ними там, но им до сих пор поклоняются. То, что поклоняются наши, вот я много раз рассказывал историю, как мы в 2004 году отстояли право не ставить памятник Петру Первому в Казани. Потому что хотели тогда, в 2005 году тысячелетие в Казани было, и, значит, Валентин Матвиенко тогда был губернатором Питера, а Лужков, соответственно, мэром Москвы. В Казани есть улица Петербургская, вот самый центр, да. Значит, Питер взялся реставрировать эту улицу, Москва взяла улицу Московскую, так называемую, бывшую Кирова. Вот хотели поставить один наш знакомый, который во власти работал, сказал, вот хотят поставить памятник Петру. Ну, мы подняли волну, митинги, там пикеты. В общем, дозвонились до помощницы Матвиенко, и то ли она на нас вышла, я сейчас не помню. И она говорит, чего возмущаетесь-то? Царь там. Говорим, так и так, это потопил в крови. Все, давайте мы поставим памятник в Москве Гитлеру. Да.
Мы не ручаемся, татары тут есть народ горячий, могут там памятник, там что-нибудь сделать, взорвать и так далее. Ну вот они взялись за голову, дескать, что предлагаете? Ну вот вследствие каких-то обсуждений родилась идея памяти, значит, этого бюста Гумилева, что вот стоит там на площади Тут, Тукая. мгм. Да, вот это было Если, именно... да, если Я к я этому- и, да. Это к чему завершаю свой спич? К тому, что если этим властям, и нашим в том числе, дать возможность, они все отдадут. Понимаешь? Пока вот ты не будешь сопротивляться, какая же будет история. Да, я тут хочу как бы это вернуться в сегодняшний день, скажем так, и просто, может, в качестве шутки, да, добавить такой момент касательно того, что собираются тестировать детей мигрантов на владение, знание русским языком, русского языка. Э, Там определенное количество лет я преподавал, скажем так, в университете, и помню, студенты, учащиеся на бюджетном отделении, то есть граждане России, русские, учащиеся на бюджетном отделении, то есть это даже не платные студенты, то есть это студенты как-то там прошедшие все экзаменационные испытания и учащиеся, скажем так, в высшем учебном заведении. Ну, знание русского языка у них, Руслан Бей, скажем так, как в народе говорят, ниже плинтуса. То есть это для них родной язык, они пишут хуже, чем, я не знаю, хуже, по-моему, кого угодно. То есть даже на таких элементарных вещах, там, где писать раздельно, слитно слово также, там, то есть они не понимают, они не чувствуют собственного языка. При этом придираются к детям мигрантов, для которых этот язык не родной, и по большому счету, чтобы Да, они-то, освоить. по крайней мере, знают и свой родной, и еще Да, да, другой язык. Это вот к да. нам же тоже претензии были, но мы-то знаем свой, знаем чужой, знаем еще третий, как бы, поэтому у татар есть Но я, поговорка, татар толмач кирякни, татарам не нужен толкователь, да, потому что он знал наши предки я, 3-4 да, языка спокойно. я говорю, я как бы это, я всегда помню, приносят там студент, они же выводы не способны написать к коллабораторной работе, то есть там 3-4 предложения, 10 Мгм. ошибок, скажем так. Бывали случаи, когда у студента второго курса 3 ошибки в одном слове. То есть о чем мы говорим? Это русский студент. Так что это явно как Ну бы вот, просто... это, конечно, это и неуважение ни к своей культуре, ни к своему языку, ни к чему. Вот, пожалуйста, пьянки, вместо веруешь ли ты, пьешь ли ты. Как бы это Да, же вот оно, как вы яхту назовете, как у капитана Врунгеля, так она и поплывет. так оно и поплывет, Как да. вы хотите, как бы пришел Путин на чем? На взрывах домов в Москве, Волгодонске, да. Пришел и вот в момент потопил Курск, это же все очень символично. Все очень символично. Все разваливается, все идет к дну, но при этом, чтобы как бы вот даже на уровне инстинкта самосохранения нет, они даже этот инстинкт не понимают. Они начинают что? Они начинают убивать других. Вместо того, чтобы лечить себя, он думает, что убью соседей ни Ну, в чем не винных. Ну, еще вот один такой характерный пример. Я помню студентов второго курса, которые не могут сосчитать логарифм, хотя у них есть инженерный калькулятор на руках. И я как бы спрашиваю их, вы знаете, что такое логарифм, там, куда нажимать там и так далее. И мне одна студентка русская, помню, говорит прямо на лабораторной работе среди всей своей группы, говорит, что вы, говорит, от нас хотите, говорит, мы, говорит, ЕГЭ, говорит, еле-еле на 30 баллов сдали, говорит, но так как на эту специальность нам никто не идет учиться, говорит, нас, говорит, всех зачисляют на бюджет. То есть вместо того, чтобы образовывать своих, скажем так, native people, да, native speakers, они мучают бедных детей мигрантов, для которых, может быть, которые овладели бы этим языком даже лучше, чем непосредственно русские спустя некоторое время. Это не более чем инструмент, Русланбей, инструмент к тому, чтобы придраться к ним, внести вражду и найти врага. Ну вот, Больше вот, никак да, не конечно, вот рассматривается. смотри, вот, я как бы вот историей маломальских, как говорится, увлекаюсь. Ну вот все, Мгм. начиная от реформы армии, там, которую проделал Петр Первый,
100% офицеров он выписывал из Германии, из Франции, из Дании, из Швеции. Науку кто создавал? Чистые германцы, вот чистые Да. немцы. В Казанском госуниверситете в начале открытия 95% ППС, профессорско-преподавательского состава, были немцы. Да. Далее, да, словарь русского языка Даль создал, швед, протестант. Да. То есть, в Именно. принципе, а государство, все остальное, татары, там, тюрки. И как бы вот вроде никакой благодарности нет, но не то, что не благодарности, а вот подавить, понимаешь, запретить, унизить, уничтожить, чтобы, видимо, мы забыли тоже, как мангурты, о нашем наследии, о нашем достоинстве, о нашей истории. То какие-то, они так и говорят, вот я смотрю, вот здесь тоже. А что вы там без Москвы будете? У вас школ не было, у вас школ не было. Ничего себе, если в Волжской Булгарии в 9-10 веках, дорогие друзья, были общественные, было централизованное водоснабжение. Водоснабжение централизованное было. Фонтаны били, потому что люди посещали баню, все-таки исламская территория была. И все эти чумные дела не проходили мимо, потому что уровень даже личной гигиены не сравним с тем, что был у этих великороссов, которые, ни в коем случае не утрирую, со своими животными в одной избе спали. Да. Одна изба, она была разделена, тут свиньи, дай бог, если там овцы, это в крайнем случае, естественно, да, мог стоять там какой-нибудь мерин, да, ну и хряки в основном. И все остальные спят. И эти люди говорят, что мы не построили школы. Если у нас уже в 13 веке был поэт и Мухаммадьяр, и Кол-Шариф, я извиняюсь, Кул-Али, когда появился первый писатель, поэт? Пушкин. Так. Это, пожалуйста, вам 19 век. И тот, елки-палки, наполовину араб. Так Ну и что есть, ж, но при этом они внушают неполноценность другим. Ну, хотя мы прекрасно, да, знаем, что так и есть, как ты сказал. Да. Значит, ну вот эту тему я в прошлый раз обсудил, ну, в смысле проговорил, но я думаю, что тоже имеет смысл. 625,5 миллиардов долларов. Таково совокупное состояние российских миллиардеров, следует из мирового рейтинга миллиардеров Forbes. В лидерах Вагит Аликперов, Алексей Мордашов, Леонид Михельсон. По традиции Татарстан в списке Айрат Адикшаймиевы, два сына Шаймиева, соответственно, Рустем Сультеев, Альберт Шагабуддинов. Совокупное состояние Татарстана оценили в 8,3 миллиарда долларов. То есть я посмотрел, за 24 год они увеличили свою капитализацию в среднем на 900 миллионов долларов. Опять вот, смотри, как хорошо получается. Вроде санкции, вроде вот все вещает, люди простые мучаются, где-то не доедают, где-то вынуждены экономить, чтобы заплатить за коммуналку. Там. А вот наши деятели богатеют, ну, как в известном тезисе, что при капитализме богатые богатеют, а медные всегда беднеют. Потому что понятно, за счет кого это происходит. Вот Да. здесь хотелось бы проговорить чуть-чуть с тобой. Ну, я хочу здесь что сказать. Вот даже как бы за время войны, да, говорят, что богатые олигархи, скажем так, российские олигархи стали еще богаче. То есть, да, уничтожили они знатное количество людей, в том числе представителей наших народов. При этом в большей части, даже если в процентном отношении брать, то есть там тюрок, мусульман гораздо больше погибло на этой войне, при этом олигархи, как богатели, они стали еще богаче, скажем так. Это раз. Второй тут момент нужно, как бы сказать, говорят, такие настроения сейчас, особенно в Москве, там среди вот этого либерального планктона, я не знаю, или масс, которые притихли, естественно, боятся всего, не говорят там ничего лишнего, потому что законы, сами мы понимаем, какие, да, фашистские, репрессивные. При этом, говорят, когда сейчас начались вот эти переговоры России с Америкой,
и обещали снять санкции. Говорят, вот либеральные вот эти массы очень рады, даже те, которые были против войны, тому, что снимут санкции американцы, заработают снова карточки, вернется Starbucks. Ну, а то, что можно, как бы ничего нельзя говорить, так скажем, лишнего, там, за любое слово могут посадить, то есть никакого, скажем так, смущения у людей это не вызывает. Вообще ведь удивительно, Руслан Бей, тут задаться таким вопросом, как довели людей до такого состояния. Это же, по сути дела, не человеческое состояние, да, это скотское состояние, чтобы человек довольствовался работающей кредитной картой, наличием Старбакса и какими-то такими вот элементарными вещами. К сожалению, это повсеместно среди русских, да, среди россиян как таковых. Ну и надо признать, что нашему народу в том числе тоже привили вот такое вот состояние, типа, ну, дают нам жить, не убивают вроде в открытую, то есть домой не приходят, там не стреляют, не увозят черный воронок, и вроде Аллага шикар, то есть надо молчать, надо терпеть, ну а богатые, и так богатые, так скажем, не будут Радик там Шаймиев и его брат, так скажем, новая власть тоже будет воровать. Ну, же так люди мыслят, да? И Не, русские, они и так татары. рассуждают. Я много Да. так услышал, да. Как с Пускай этим лучше они бороться? сидят. Как с этим бороться? Как вот должно же быть человеческое достоинство, я не знаю, А вот это главное. стремление справедливости какой-то, да? Стремление А вот справедливости. а вот это главное. Ты знаешь, как раз-таки, если у тебя достоинства нет, чести нет, то есть власти же ее сознательно оттопчет, специально унижает. Потому что униженный человек, он готов на все. Он руководствуется главным принципом. Лишь бы не было хуже. Вот живу в говне, живу же. А Да, вот если вот там что-то пикну, оно же хуже будет. А вот придет другой руководитель, еще хуже будет. Ведь многие да. действительно после смерти Сталина плакали, говорят, что все, отец нас покинул, и все, и что с нами станется? Ну, Это даже вот как же такая люди... есть, прошу прощения, есть такая поговорка даже вот среди в татарском народе, да? Минем китканыма киненмегес, минден яманрак, жаманрак или киллер. Ну, то есть про властителей так говорят, что вроде вот он был плохой властитель, но не радуйтесь моему уходу, что после меня придет еще хуже. То есть как тут выработались такие паттерны, такое видение мира в головах наших людей. Ну, я так считаю, что исторически в нашем народе этого не было. То есть это исключительно целиком и полностью результат взаимодействия вот с этой нечеловеческой, совершенно использующей человеческий капитал, человеческую душу, человеческое время московской властью. Взаимодействие с русским народом, бок о бок, для которого такое видение мира, наверное, все-таки превалирующее. То есть очень интересный это момент, как вот как наш народ докатился до такого состояния. Тут нужно как бы и дискутировать, и обсуждать, но еще и думать, как выбраться из этого. Хотя я не могу, конечно, сказать, Руслан Бей, что все такие. Естественно, есть люди очень качественные люди, из качественного материала, так скажем, с неким духом внутри, с некоторым хребтом. Но большинство пытаются сделать так и таким. Я вот никогда не забуду, то есть некие моменты такие, отпечатывающиеся в голове, да, как только, когда началась вот эта война против Украины, как бедная татарская женщина, так скажем, отдала 2 сыновей на войну, и она, помню, вот дает интервью там какому-то татарстанскому телеканалу и говорит, ну, одного отдала, говорит, второго отдала. Ну что, говорит, а я, говорит, радуюсь. Они же, говорит, родину защищать поехали. Говорит, а как быть, говорит? Так и должно быть, говорит. То есть это очень печально, конечно, душераздирающие какие-то, на самом деле, кадры. Но это же не вымышленно, это снято. То есть это бедная женщина, не знаю. Я не знаю, как Знаешь, с этим вот быть. я долго размышлял, и понятно, и все мы
находимся в таком поиске внутреннем, интеллектуальном, попытку найти какой-то золотой ключик, чтобы вот он открыл эти тяжелые ставни, да, той темницы, в которую нас заключили, я имею в виду не только политически и административно, и понял, главное, что людям не хватает достоинства. То есть если он себя не ценит, не уважает, если у него нет достоинства, горурлак, то, что называется, достоинство, да, внутреннее, национальное, религиозное, мужское достоинство, человеческое достоинство. Если он не готов, он их отстаивать, то он скотина. Я без оскорблений, потому что, хотя даже у скота есть нрав, да, холок, то, что называется, да, и так далее. А остальное все, если он не готов за свои ценности биться, если он не готов за ценности биться, то тогда, ну что, он ни за что остальное не готов биться. Мы же это прекрасно понимаем. Я, по большому счету, конечно, делаю скидку, что большинство, оно всегда вот такое вот хлюпкое. Ну, какие с них могут быть взятки, как говорится, с них взятки гладкие. Но ведь есть и интеллектуалы, продвинутые люди, там, храбрые и все остальное. Вот к ним большая претензия, потому что они должны отвечать, там, интеллигенция. Они формируют повестку, они формируют дискурс, они отвечают в конечном итоге, да. Они пока вот все такое безмолвие, потом я вижу, как целенаправленно все-таки используют вот культуру, говорят о том, что у нас там богатейшая культура, и ею подменяют все остальное. То есть вот давайте весь наш пассионарный там запал мы вот отдадим в культуру. А что культура? Культура – это забвение, это уход в свой мир. Там важен он, я там не спорю, но он подразумевает вот в данном нашем случае, что он выступает симулякром. Ну, типа, вот ты уходи в этот мир, там живи, твори, а в политику не лезь. Но самое интересное, что если не будет людей, носителей языка, носителей идентичности татарской, то культура-то это не нужна. Кому она будет обращена? Кому? Кому будут писать эти писатели? Ну, по большому Кому счету, будут эти это... театральные постановки, если у тебя не будут зрителей элементарно? Вот в Татарстан, я знаю, там приехала, так, по-моему, то ли тувинская труппа театральная, если я не ошибаюсь. По-моему, тувинская, прочитал я. И они выступают, значит, на русском языке у них все спектакли. И, говорит, с большим, они с акцентом говорят, но все, им выбили из головы, вы должны на русском выступать. То есть, если я хочу посмотреть русский спектакль, неужто я пойду смотреть в исполнении бурятов? Да? То есть я в исполнении бурятов хочу посмотреть как бы на их языке, с их менталитетом, да, то, что вскрывает их особенность внутреннюю. А им, видишь, и вот даже и здесь навязали, что ну, на своем языке это стрёмно, это неправильно, это как-то так отстало. Пожалуйста. Ну и это, во-первых, то, что навязано, я говорю, это глубочайшая такая неполноценность. Мало того, что она навязана, она и продолжает навязываться. Ну и, во-вторых, как бы понятно, что культура действительно это не самое главное. Это по большому счету и как бы уход в забвение, и окаменелость, по большому счету, это уже, скажем так, окаменевшее, застывшее настоящее нечто. То есть дух, религия, я не знаю, настоящая жизнь, смотря с каких позиций смотреть, когда они уходят в состояние вот некой солидизации, я не знаю, окаменения, то есть они становятся культурой. То есть одной культурой не проживешь, как говорится. В первую очередь должен быть дух, естественно. Вот. Живая, нечто живое, а не вот эта окаменелость. Ну и я думаю так, если вот чисто как бы даже прагматически на это посмотреть, ну я имею в виду более жизненно, и этой культуры не останется действительно. Я полностью с тобой согласен, Руслан Бей. Потому что если не будет ни носителей языка, ни людей так или иначе как-то тяготеющих к этому, вот, к родному, кто пойдет? Они пойдут вот на те же самые русские спектакли. В конечном счете, и вот с чего мы начали, как бы, по большому счету, есть риск вот превратиться вот
христианизироваться даже, как бы вот, как и Так, превратиться это в... уже, конечно, это ведь, ну, знаешь, в Москве была такая группа, ты, наверное, про нее слышал, так называемые новокрещенные татары. Ходила там Мгм. такая Динара Да-да-да. Бухарова или Жена, Бухараева. жена КГБшницы, Да, КГБшника, да. да, 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 муж у нее был ФСБшник. Значит, это был проект ФСБшный, они там ходили мутили, дескать, мы не имеем отношения к Ряшинам, а мы как бы вот новообращенные. И они ведь очень много там плохого сделали. То есть в том самом татарском доме Садулаева они хотели какую-то там выставку провести, тоже православную, там, естественно. Но татары выступили против, они подали жалобу, туда прошла проверка прокурорская и так далее. Этот же дом там чуть не потеряли, как ты знаешь, да, из Да, каких-то там да. проволочек. И вот они раскачивали всяческий раз, что вот татары, значит, притесняют нас православных. То есть очень легко это делается. Приходит один человек и условно говорит, почему у вас тут иконы не висят? Он говорит, ну вообще мы там татары. А, вы против православных, и все там. И все этим заканчивается. То есть провокации самого примитивного свойства, но они работают. Я просто даже так скажу, вот нужно как бы народу доносить, да, нашим соплеменникам настоящую нашу участь. Был такой в Ставрополе профессор, химик в Северо-Кавказском федеральном университете, мой коллега, так скажем, ну дальний коллега, то есть. И помню вот в какие-то времена, еще довоенные, у него была страница в Фейсбуке, и он профессор-химик, казалось бы, то есть ни теолог, ни богослов. Там на этой Мгм. фотографии сидит у себя в университете в Ставрополе, весь обвешанный иконами со всех сторон. Все стены в иконах там, Да. все на себе Вместо, иконы, наверное, вместо тоже. таблицы Менделеева, да? Да, Икона вместо висит. таблицы Менделеева у него иконы. Я вот просто даже это к вопросу о том вообще, насколько, э, скажем так, наш народ, татарский народ, близкие там народы, тюркские, я имею в виду проживающие на территории России, и вообще мусульмане как таковые, имеют какой-то вес, скажем так, насколько их слово имеет вес. Вот давайте представим ситуацию, что в Уфе или в Казани профессор татарин или башкорт, я не знаю, повесит на стены, скажем так, ну, элементарно, я не знаю, аят аль-Курси, например, даже вот так вот. Ну, По-моему. его обвинят в экстремизме, терроризме, там, в спонсировании, в чем угодно. Ну, При как этом, Дамира, извини, как да, Дамира Мухиддинова. да, Ты знаешь этот да, скандал? У него была картина «Битва при мгм, реке», на реке Калки, где русским войскам, великорусским, был нанесен удар да, со стороны удар. войск. Нет, я извиняюсь, это то ли Куликовая битва, то ли стояние на реке Угре, уже Мгм, при ордынцах это было. И все, там был дикий скандал. И вот интервью брал мой знакомый, я его хорошо знал, который возглавлял татарскую редакцию Татаринформа. Его уволили после этого. Просто, он спросил, что у тебя за картина. Это вообще, по-моему, даже интервью было на татарском языке. И поднялся шум, эти русские там, значит, шовинисты. Начали орать, значит, вот, видите, что они хотят нас уничтожить, как монголы-татары. И все, и этим все закончилось. Что я тебе хочу сказать? Вот когда ты сказал про Ставрополь, я вспомнил про Феофана, мгм, архиепископ же он, да? Он был в Ставрополе, он был в Чечне, он был в Палестине, он был старый ГРУшник, генерал ГРУ. мгм, Меня с ним как познакомили, мы общались, как только его поставили, меня позвали на их лагерь, то есть там какой-то молодежный лагерь православный. Сюда позвали, мы приехали, посмотрели, как все это там у них обставлено и так далее. Первым делом, когда он пришел, он сказал: Казань земля православная, Кремль православная земля, татарский, мгм. в смысле, Кремль Да, внутри. Все да, да, такое. да. Он очень жестко начал все там продвигать. Чуть что сразу, естественно, кричал, что притесняют. Но, правда, надо сказать, что татарстанские нашли подход. Мгм, Он, оказывается, копил деньги для того, чтобы продвинуть себя в Синод.
Ну, какой-то у них там Да, свой. да, наверх, еще выше, так скажем. Еще выше. И для этого нужно было заплатить. Ну, я уж не знаю, Гундяеву или там его какому-нибудь советнику, да. И он копил деньги. Ну, и татарстанская власть подкидывала ему, чтобы, ну, он накопил деньги, туда сдреснул, как говорится. Да. Ну, не знаю, накопил он, не накопил. В конечном итоге ковид его свалил, и он умер. Кстати говоря, он был один из немногих я извиняюсь, гомосексуалистов в этой среде. Да. А до него сидел известный, значит, тоже деятель, я уже даже позабыл, как его зовут, он был гомосексуалист, сексуальных отношений с моим водителем, и водитель продвигал на свое место. И вот Москва его убрала в Ульяновск, а Феофана, который поставили на Ульяновск, значит, поставили в Татарстан за контролем, потому что тот полностью лежал под татарстанскими властями. И этого мало. И ведь тем, в чем закончилось, что даже место выбора мечети, хотели же большую мечеть в Казани построить, Да. такой переполох вызвал. То есть мы даже выбор места в Казани не можем определять, потому что есть другие хозяева, оказывается, этих земель. Мне, кстати, вот я хотел бы задать вопрос, если можно, Руслан Бей. Я, скажем так, вот непосредственно в Казани никогда не жил. Естественно, я бывал там, посещал и так далее. Есть ли вообще в Казани азан? Азан? Да. Не, азан-то есть, конечно. Азан есть. Видишь, какая есть сложность определенная. Большая часть мечетей в Казани, они сконцентрированы в центре. Центр, он малонаселяемый. Да. А вот тот район, например, в котором я жил, это самый густонаселенный район Казани, Новосавиновский. Там, Да. ну, за 300 тысяч человек. Там 2 мечети всего, 2. Там есть другие районы, там какой-нибудь Кировский район, там отдаленные, там в поселках, этого много, да. Мечетей много в Казани, но большая их часть в центре. И, соответственно, они посещаемые, но люди, которые живут в других районах, они не могут туда ездить. Это создает серьезные проблемы. Я просто вот хочу что сказать, что, например, в городах, скажем так, ну, превалирующим русским населением, там, будь то там Самара, Саратов, Новосибирск, Москва, там, ну, про центральную Россию говорить не буду, там исконно, скажем так, русские земли. То есть церкви строятся в каждом дворе уже практически, на каждом перекрестке, на каждом повороте, в каждом дворе обязательно есть церковь. То есть если есть пустая местность, ее обязательно надо там поставить церковь. И более того, если есть, не дай бог, так скажем, там костел, кирха или мечеть, рядом-то обязательно надо поставить церковь, чтобы вам не было так комфортно, так скажем. Вот. Более того, ведь мы знаем, что при каждом университете российском теперь есть церковь. То есть каждый университет ставит церковь у себя там, либо внутри, то есть тут же прямое нарушение Конституции, да, какой-то там, скажем, бывшей российской Конституции, где написано, что церковь разделена от государства. То есть, например, вот я работал там в Самаре в университете, там прям внутри, в корпусе непосредственно гардероб закрыли студентам, запретили сдавать куртки, теперь они годами ходят, носят эти куртки с собой, и вместо гардероба сделали церковь. То есть непосредственно в корпусе, то есть это государственное здание, которое живет, скажем так, за счет госбюджета, за счет налогов, и там ставят церковь. То есть как бы при этом, если... Да. А при этом, есть, извини, да. да, А при этом, да, чтобы в Казанском университете открыть молельную комнату, я еще когда работал, там студенты ходили. Это была большая проблема, их вызывали в КГБ. И вот Да. сейчас там муфтий Татарстана, значит, с большой помпой открывает, что где-то открылся, это не мечеть же, это просто не мусталь, это комната, просто комната. И вот где-то он, значит, с большой помпой, как достижение, комната в Казани, в университете, где помолиться. То есть до такой степени дошли. А действительно, с церквями тоже проблем нет. Щелкнет, а сразу набегут там
кто что надо, давай. И власть подтянется, и бизнес подтянут, и золотые купола там, да, тебе выстроят. Туда ходить никто не будет, ослу понятно. И ты прав, абсолютно гособеспечение находится и все остальное. А здесь и мечети там вынуждены сами находить деньги и на отопление, и на электричество, и все остальное. Ну вот, кстати, насчет этого, интересный момент, тут сказал, туда ходить никто не будет. Вот я рядом с этой часовней, там, церковью, молельной комнатой православной, где был раньше гардероб, так скажем, в стенах университета непосредственно, проработал там около 7 лет, скажем так. И я ни разу не видел, чтобы там был хоть один студент или студентка. Туда приходили бабушки из соседних домов. Ну зачем бабушкам из соседних домов ходить в церковь, которая внутри университета, так скажем? Построить им за пределами университета церковь. И они есть. Но обязательно нужно было внутри университетов сделать эту часовню, куда бы ходили бабушки из соседних домов. Студенты туда не ходили, на самом-то деле. Это просто специально делается, скажем так, ректор-взяточник, там, который ворочает миллиардами, может, он решил замолить грехи, но при этом государство, естественно, тоже спускает некоторую разнарядку, то есть все это разрешено, поощряется и так далее и тому подобное, поэтому это все проходное. Ну Но да, при это этом... же, ты абсолютно прав, извини, что перебил. Это же тоже еще один институт коррупции, власти, церковь. Мало чем отличающийся, потому что духовности там, как говорится, кот наплакал. Ну, откровенно, давайте скажем, дорогие друзья. Педофилия, мужеловство, коррупция, ложь, манипуляции уже доходит до того, что говорят, умирать там, значит, буквально индульгенции выдают, что они же, вот эти вот священнослужители, когда наставляли вот этих СВОшников, я сам видел эти кадры, они говорили, что вы точно попадете в рай. Вы точно попадете в рай. То есть сам смысл веры-то заканчивается, потому что ты одел даже не погоны, одел берцы, пошел, как бы с их точки зрения, да, убил несчастных людей и попал в рай. Да. Это Ну, это полная то же самое, деградация. кстати, не только в университетах, эти же все священники там и в армии, неважно, если, например, мусульманин служит в армии, его этот поп ходит и тем же самым кадилом, скажем так, поливает, побивает там и так далее. При этом, естественно, если, ну, естественно, находятся люди, которые возражают этому, скажем так, но мы понимаем, что в той репрессивной машине внутренней, тоталитарной, их тоже не самая хорошая участь ожидает. То есть, что еще должно заставить проснуться некой гордости, я не знаю, гордости, чести? Это мне, знаешь, очень нравится в этом плане анекдот. Его там к разным народам, и к евреям, там его каким-то образом прилагают. Собрали людей, сказали, все, дорогие друзья, завтра мы вас везем, значит, убивать. Завтра в 8 часов, чтобы все здесь были вот как штык. И, значит, и тут поднимается рука и говорят, извините, пожалуйста, а мыло и веревку с собой брать или вы выдадите? Это вот так и есть, Руслан, Так к и есть сожалению. сейчас. Да, к сожалению, так и есть. И что должно произойти? Как мы должны обсуждать, работать над этой темой, чтобы... Ну, тут ведь вопрос такой, это дно или, возможно, еще дно еще ниже, скажем так, еще больший минимум, еще более глубокая яма? Вот трудно сказать, опять-таки, как гласит грузинская поговорка, бараны боялись волка, а в итоге зарезал их пастух. Пастух. Здесь то же самое. Мы якобы там мифических каких-то там этих боимся, тех, ну, также нам объясняют, там пидосы завоюют вас. Вот. А при этом этот пастух, как мы видим, спокойно на убой отправляет, уничтожает все и вся под благовидным предлогом какой-то защиты Родины. Думаю, Путин готов. Вот то, что ты сказал, это Дмитриев отправился, он же сразу предложил американцам, зайдите, вот давайте вы будете нашу нефть и наши там недра
использовать и добывать. То есть никто не спрашивает, тут же готовы американцам продаться. Куда все эти патриоты смотрят? Все молчат. Вот Не, же Путин ваш интересный, первый готов отдастся. интересный вопрос. Они вот 3 года рассказывали народонаселению российскому, в том числе татарстанскому, башкортостанскому там, и так далее, кавказскому, о том, что мы воюем с пиндосами якобы. Но если в их выражении, их терминологии пользоваться, с американцами, так скажем. Теперь они открыто говорят о том, вот тот же Дмитриев вчера говорил о том, что мы все делаем под руководством, мудрым руководством Трампа и Путина. То есть теперь они с американцами подружились. Почему ни у кого не возникает вопроса, почему нет, я не знаю, никаких протестов, выступлений? За что умерли люди Родину за продают. эти 3 года? За что люди умерли в эти 3 года? За что умерли татары, башкиры, кавказцы, в конце концов, русские, в конце концов? За что они все умерли? Почему в этом населении, Руслан Бей, я не историк, я не знаю, но я не понимаю, почему в этом населении не возникает точки протеста. Это же удивительно. Это же, ну, как бы не нужно быть там умным человеком даже, чтобы у тебя этот вопрос созрел. За что 3 года люди погибали на этой никому не нужной войне ради того, чтобы теперь они в открытую, нагло, я не знаю, ну просто лицемерно, по-дьявольски в открытую на ТАСС, это Дмитриев говорил, что они теперь делают все под мудрым руководством Путина и Трампа. Ну, вопрос риторический, да? Ну, А вопрос риторический. Я думаю, загвоздка здесь в следующем. Им нужен барин. То есть они воспринимают и Америку как барина, и Трампа как барина. Вот. А крепостному человеку какая разница? Вот этот будет над ним властвовать или другой помещик. Там же, помнишь, в крепостном праве и продавали людей крепостных, продавали другому помещику, он ему служил. Здесь то же самое. Какая разница, рыжеволосый дед придет или обезображенный ботоксом будет нами править? Какая разница? У нас нету собственной воли, у нас нету достоинства, у нас нету мышления. Поэтому мы, да, вот как те бараны, загнанные в стойло, будем слушать нашего пастуха. да, теперь мы как бы видим, что они будут продавать, скорее всего, Россию со всеми ее богатствами, недрами и так далее, возможно, даже за больший бесценок, чем это делалось в 90-е годы. Но они в открытую об этом говорят, что вы хотите редкоземельные элементы, металлы от украинцев, да зачем вам это, мы продадим вам свои, мы отдадим вам свои, вы только нас это как бы там простите, не гневайтесь на нас, снимите с нас санкции там и так далее и тому подобное. То есть они в открытую говорят, что мы готовы отдаться, продаться, я не знаю, все что угодно сделать, только это. Давайте не гневайтесь на нас больше, пожалуйста, американцы, да? Да. Потрясающая ситуация, потрясающая. Но на самом-то деле, учитывая тот факт, что они убили рекордное количество людей, представителей российских народов на этой войне за эти 3 года, без какой бы то ни было, по сути дела, веской исторической причины, без какой бы то ни было необходимости, получается, они убили всех этих людей, просто чтобы их американцы услышали. Он так и говорит, Дмитрий, вчера. Говорит, теперь нынешняя, говорит, администрация американская нас, говорит, слышит, говорит, волю России, говорит. Ну, переводим, да, волю Кремля, так скажем. Слышит то, что Россия хочет, то есть слышит то, что Кремль хочет, то, что обитатели Кремля хотят. Получается, что эта российская власть нынешняя убила всех этих людей, в том числе татар, в том числе башкир, там, чеченцев, дагестанцев и так далее и тому подобное, в том числе тех же самых русских, ради возможности быть услышанным американской администрацией. То есть убить 1 миллион своих сограждан ради того, чтобы тебя слушали американцы. И при этом у этого нашего народа не возникает абсолютно никакого протеста. Ну вот это просто, это непостижимо уму на самом деле. Непостижимо, на мой взгляд, Руслан. Да, ну как там классик писал, умом Россию не понять. Тургенев, кто ли? Да. Тютчев. Ну что ж, Булатбей, спасибо тебе большое. Мы с тобой уже час 10 наговорили. Действительно, тем очень много, и нужно рассуждать публично для того, чтобы выявлять причину, следствие того, что происходит, потому что если не поставим правильный диагноз, непонятно, что лечить.
А лечить нужно, и, я так понимаю, кардинальным образом и кардинальные меры принимать. Бекзор рахмет сиңа, бекзор рахмет дусларыбызга, сізді Бізге рахмет. қараған дусларыбызга. Так что, дорогие друзья, не будем отчаиваться. Раз есть вы, значит, все будет хорошо. Река, как известно, она состоит из капель. Поэтому из капель и будет складываться тот самый поток, агым, движение, в который мы все войдем и будем свободными, освободим наши земли и просто-напросто перевернем эту доску шахматную и начнем нашу партию. Спасибо вам большое. Всего доброго. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.